На этом уроке мы с вами разучим мотив песни, который называется «Кымыс ырыта», что в переводе обозначает «песня о кумысе». Кумыс, как вы знаете, это традиционно кисломолочный напиток, который готовится из кобыльего молока. Он распространен практически у всех тюрко-монгольских народов. Текст песни приведен, опять же, здесь внизу под видео. И давайте попробуем его разучить. Во-первых, мотив. Более полную версию вы можете легко найти в интернете. Наберите «Кымыс ырыта», и вам выйдет множество вариантов, которые вы можете прослушать. Да? И в принципе, даже если на такой скорости, на которой существуют эти записи, вы можете повторять, можете тренироваться параллельно с этими записями. Пока же давайте про мотив. Тору кымыс тахчороно кэгэн дойду боттогар доготторум хиерин. И этот вот мотив, он повторяется на каждом куплете. Давайте поначалу просто попробуем сделать артикуляцию куплета первого, пока не особо пытаюсь воспроизвести мелодию. Главное, чтобы каждое слово было достаточно хорошо, отчетливо слышимо. А теперь давайте попробуем уже с мотивом, да? Как вообще воспроизводится мотив песни при игре на хомуте. Все мы умеем напевать различные мотивы песен, или что называется мычать, да? В принципе, вам вот поможет именно вот это мычание. Попробуйте повторить мотив таким образом несколько раз, чтобы усвоить его, и при этом ощутите, как изменяется положение вашей гортани для усвоения, создания вот этого мотива. Да? Затем вам нужно присоединить артикуляцию горловую. То есть вы проговариваете горлом слова одновременно с созданием мотива вашей гортани. И с хомусом это будет звучать так. Как вы, надеюсь, заметили, после третьей строки есть небольшая пауза, да? Дойду вот туга, доготторум хиерин. Вот. Давайте попробуем полностью исполнить эту песню. Повторяйте вместе со мной.
можно, опять же, разные вариации звуки, это уже более сложный уровень, когда тот или иной куплет мы можем пропевать в более высоком регистре или чуть в низком. Кроме того, можно добавлять проигрыши, да, чисто на хомусе, когда вы с помощью хомуса исполняете только мотив песни. Я вам могу предложить как вариант 3 способа сделать это, то есть воспроизвести мелодию. Вы уже разучили прием кюригедети, то есть жаворонок. Да? Этот прием вам сейчас пригодится, потому что мотив песни можно исполнять с помощью жаворонка. Да? То есть каждый слог вы делаете сокращение горла, да? Тот самый ой-ой-ой-ой или ай-яй-яй, под ритм и мотив песни. Да? Получается, как бы, ну, если покажем рассказывать схематично, что-то вроде того, как ой-ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой-ой. Другой способ извлечения мотива. Опять же, вы наигрываете мотив, но при этом пользуетесь приемом кастаты, да, то есть гогот гусей. По сути, получается, как будто вы без голоса напеваете ля-ля-ля, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И последний способ – это когда вы просто пропускаете дыхание через горло, через гортань и наигрываете мотив. Давайте сейчас попробуем учесть все вариации, которые я перечислил, и также вставить эти самые проигрыши. Да? Я их вставлю, например, их будет всего 3 проигрыша после первого, второго и третьего. Да? А после остальных куплетов я проигрыши играть не буду.
Это все, что касается мотива песни «Кымы сырыта» или песни о Кумисе.